and director. Добрый день, очень рад вас здесь всех приветствовать. Мне чрезвычайно сложно выступать после всех участников питчинга, и особенно после Адильхана сразу же, потому что мы с ним всегда спорим по поводу киноязыка, образов актерского существования в кадре, и неизменно одерживает победу. Okay, so good morning everyone. I'm happy to be here, but it's extremely difficult to present my project once other contestants have done it, and especially after Adilhan, with whom we are always arguing about the cinema language, about acting techniques and whatever you want. And I usually win. He usually wins, sorry. И тем не менее, или тем более, я очень рад быть здесь, потому что это первая площадка, на которой я выражу свою режиссерскую концепцию. And anyway, I'm very happy to be here because this is the first ground where I will be able to explain my director's position. Я хочу снимать эмоциональное, чувственное кино, наполненное страстями. What I want to do is the films full of emotion, sensitive film. Я хочу, чтобы герои в моих фильмах жили на высоких оборотах, чтобы они не подражали жизни, как мы ее видим, чтобы это была другая реальность, и чтобы каждый, кто посмотрел фильм, сказал: да, я тоже так хочу. And what I want is that my characters are living at a high speed, live fast. And what I want the audience to sense is, when looking at my film on the screen, this other reality, people would want to be there, want to be like them. Я на той стороне кино, на стороне тех фильмов, которые после просмотра забирают ваш разум, ваше сердце, вашу душу. And I am the proponent of those films that blow your mind away, that take you someplace else. И сразу же после просмотра вы рекомендуете первому встречному, что да, ты обязательно должен посмотреть этот фильм, это нечто. This is the films I like is those that you recommend right after the screening to anyone in the street. You want him to see this film. И я выступаю еще за кино красивое, красивое не как конфетка, не в красивой обертке. Я хочу делать кино, которое будет красивое как с визуальной точки зрения, так и с содержательной. And I would like to make a beautiful movie. Well, beautiful not in the sense glamorous. What I want is this visual style and. Я сейчас с радостью вам представлю буквально начало моего нового фильма. Я недавно снял короткометражный фильм. Называться он будет «Другие». Просто для того, чтобы я попытался выразить то, о чем я сейчас говорю. And now I'm going to show you some pieces of my new short film that I've just completed recently. The name of the film is The Others. This is how I try to explain what I mean here. Well, такой коротенький отрывок. Just a short piece. Сам фильм будет около 10 минут. Около 10 минут, The full length of this film is 10 minutes. А теперь по тому проекту, который я представляю здесь. Now about the project that I'm going to present here. Это история парня по имени Акылхан, сына животновода.
That's a story of Akil Khan, son of a cattle grower, который отправляется в Европу учиться на режиссера документального кино, и там под воздействием различных фильмов о насилии над животными становится вегетарианцем. and so Akil Khan goes to Europe to study as a documentarist director, and there, influenced by films about the cruelty towards animals, he turns into a vegetarian. Когда он возвращается домой, естественно, в честь его возвращения режут барана. And of course, when he goes back home, to honor his arrival, his parents slaughter a sheep. Разумеется, у Акилхана шок, он пытается как бы переубедить всех сельских жителей встать на его сторону и думает снять фильм вот о забое скота, тем более, что приближается Курбанайт, на который каждая казахская семья должна, ну, как минимум, зарезать одного барана. And so Akil Khan is shocked to see what's happening, and he tries to convince his kinsmen that they shouldn't do this, they shouldn't perform this cruel ritual. And now he has an idea to make a film about this ritual in the light of the upcoming festival of Eid, when each family has to slaughter at least one sheep. У Акилхана очень сложные отношения с отцом, потому что отец всегда выращивал скот для забоя, как его и предки. Well, Akil Khan is in very difficult relations with his father, the cattle grower, who has been in this business for quite a long time, as his ancestors did. И неожиданно на работе отец его умер. Сейчас, минутку. Еще единственное существо, которое понимает Акилхана, как он думает, это конь Арман, которого он воспитывал с рождения. And the only being, or the only creature that Akil Khan thinks that understands him well is his horse Arman, whom he has been tending to from his childhood. Но тут трагически погибает отец Акилхана, и мать говорит сыну, что поскольку отец был уважаемым человеком, надо зарезать коня, а конь единственный — это Арман. And then his father dies in a tragic accident, and the mother of Akil Khan tells him that since your father was a quite respectable man, and we have to honor his death by sacrificing a horse. The only horse they have is Arman. После этого Акилхан седлает Армана ночью и скачет вдаль в другой аул. And after that, Akil Khan saddles Arman by night and runs away to another village. Там он долго плутает, потом останавливается в Чайхане попить чаю, и в то время, когда он выходит, Армана уже нет. And so it takes him time and effort to get to this village, and he gets lost on the way. And when he gets into some roadside cafe, leaving his horse outside, when he gets back, there's no horse. В общем, дальше будет очень много коллизий, я просто думаю, что это утомительно рассказывать все. В результате Армана все-таки зарежут. Well, and then there will be lots of intricacies along with the plots. I will not tell about them. But as an outcome, Arman the horse will be slaughtered. Вот. Я думаю, это справедливо. And I think it's fair. Есть проблема вот такого плана. Мы в поисках интеллектуального роста едем в Европу, на Запад. There's an issue. I see it as an issue. Many of our people, in search of some intellectual gratification or grow, they become smart. They go to Europe to study or abroad. Духовные поиски мы обращаем на Восток. And we go to the Eastern countries, to Oriental countries, in search of some spirituality. А что здесь? And what's here in this land? Почему мы не можем питаться своим тем наследием культурным, которое оставили нам предки? Why can't we be nurtured by this cultural legacy that our ancestors left to us? Это история конфликта между тем, чем человек является по факту своего рождения. That's a story of a conflict of what a person
is by the fact of his birth и тем, чем он становится по мере культурного воспитания. and the human being that he or she becomes in the course of his cultural upbringing. В конце концов, Акылхан поймет, что дело его отцов, кроме как ему, продолжать некому. And at the end of the day, Akılhan would understand that there is nobody left to continue what his fathers have been doing. Что касается технической части, то я планирую снять европейские сцены максимально в отражениях. То есть не непосредственно героя, а его отражение в витринах, в окнах домов, для того, чтобы показать, что да, он там присутствует, это он объективно, но это не он в полном смысле слова, его нет внутри. Например, когда он смотрит в окно, это он, но его нет внутри, его туда никто не пустит. And so, technically speaking, I'm going to film the European scenes using the concept of mirroring. That is, the character Akılhan will be mirrored in the showcases or the windows of the cafes to symbolize that he is, as if he is there, but actually he is not inside. И вторую часть, которая будет проходить в степи, в Казахстане, я планирую сделать натурально, да, то есть будет это сам и более по темпоритму, более спокойно. And the second part of this film will be shot in Kazakh steppes, and it's going to be a more natural, more direct style of filming, and it will be shot in a more calm way, not very fast. Спасибо огромное за внимание. В принципе, вот. Thank you for your attention. That's it. Are there any questions in the audience? Вопросы? Сюжетная линия заканчивается тем, что борьба завершается все-таки утверждением нового, или же смирение с тем, что все-таки традиции отцов, предков нужно продолжать. The question Хотя, is, в принципе, тупик однозначно определен давно. Итак, отцы и дети у нас проблема существовала испокон веков, а вы в своем фильме как все-таки за то, чтобы продолжалось новое, что все-таки образование получили, там, тенденции нового воспитания произошли, или же все-таки на откат на традиции отцов и прадедов? so the question is, what prevails in the film, in the end of the film? Is it the tradition or the new that the character brings to the film? What prevails? Я бы вот, да, хотел, конечно, бы избежать такого толкования, что это такой отход в патриархальную архаику. Это нельзя назвать смирением, так же, как нельзя назвать, например, смирением согласия с точкой Льва Николаевича Толстого. Нет, давайте быть честным. Глобализация, она не остановится, и ее не остановить. И нам теперь нужно для себя решить, или мы с ней, глобализацию, находим свою нишу и гармонично существуем, или же мы просто как аутсайдеры остаемся за бортом и тем самым, как говорится, лишними людьми становимся. Глобализация, но если вы заметите любую диаспору за рубежом, все этносы очень держатся своих национальных корней, и глобализация только усиливает этот тренд, только усиливает. Это всегда, это неизбежно, это вылезет из вас в любом случае. Давайте определимся, держаться вместе для того, чтобы просто чисто выжить, или для того, чтобы делать толчок для саморазвития и тем самым выходить на новые уровни своего, как говорится, бытия. Дайте возможность для перевода, пожалуйста. Well, in brief, there is, you see a glaring conflict between the proponents of the new and the old. And, well, our globalist friend, he says that, you can stop the new, you cannot stop globalization. And Turgen answers that, well, there's globalization, but we should still stick to our tradition. Even if you
take, for example, diasporas dispersed in all around the world. Well, they can live in that context, but they still stick to their traditions. Я очень рада, что вот именно на такой ноте мы подходим как бы к окончанию нашего питчинга. Это говорит о том, что после обеденного времени будет очень много о чем поговорить, потому что я вижу, что уже происходят такие как бы интересные конфликтные разговоры. And so I'm very happy that we are closing this part of the pitching at this high note, because I see, there's already a potential for discussion, a potential for clash of views, and that's what will happen in the afternoon.